ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Все самое важное за эту неделю. 90 ударов. Жительница Подгорного забила до смерти лежачую свекровь. 14 дней дома и сдача анализов. Схема поведения после приезда из-за границы. Итоги и планы. Традиционная пресс-конференция в «Газпром-Трансгаз Ухта». Если нарушен трудовой закон, как решить споры на рабочем месте. И спасательная операция. Из окошки в Ухте выдолбили стену подъезда. Смотрите прямо сейчас. 330 из 500 жалоб на работодателя удовлетворены за прошлый год. Такие цифры на прямой линии в общественной приемной назвала главный государственный инспектор труда Ухты. Данные были собраны от 4 муниципалитетов, в котором работает Ухтинская трудовая инспекция. Государственный орган провел за 2019 год 500 проверок. 2/3 из них выявили нарушения законодательства, работодателям были вынесены предписания. Чаще всего работники жалуются на то, что руководители предприятий их не трудоустраивают официально. К слову, многие обходят закон, заключая договор гражданско-правового характера, который через суд можно признать трудовым. В договоре, если в этом договоре прописано, по какой профессии человек работает, то это уже можно признать через суд договор трудовым. Если написано в этом договоре, какие работы выполняются, то тут нужно ряд условий, которые бы доказали, допустим, то, что эта работа постоянная, что человек подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка. То есть не по договору оказания услуг работник выполняет работу, грубо говоря, тогда, когда он хочет. Когда он может, тогда он и выполнит. А когда он подчиняется внутреннему трудовому распорядку, допустим, работодатель работает с 8 до 5, и то есть тебе говорят, что ты будешь работать, выполнять эту работу с 8 до 5. Также среди нарушений прав работника фигурирует несоблюдение срока выплаты заработной платы. В плане охраны труда нарушают нормы выдачи спецодежды, проведения медицинских осмотров и компенсирования за вредные условия труда. Причем этот перечень нарушений допускают как небольшие фирмы, так и крупные предприятия. Но бывает и такое, что сам работник не до конца понимает специфику своего трудоустройства. Так что трудовая инспекция напоминает, к ним можно обратиться и просто за консультацией. Их проводят каждый рабочий вторник с 9 до 12. Вопросы можно задавать как лично, придя по адресу Чебьюская, 54, или по телефону 74 35 00. 7 марта в соседнем Сосногорском районе произошло страшное ДТП, в котором погибли 6 взрослых и пострадали 2 детей. Авария произошла в субботу в 21:50. Водитель Рено Меган выскочил на полосу встречного движения, где столкнулся с Рено Дастер. Виновник аварии погиб вместе с 3 пассажирами. В другом авто находились 2 взрослых, которые также скончались. В машине были и 2 девочки 2006 и 2012 годов рождения. Их в состоянии комы доставили в больницу Шудаяга. Позже вертолетом санавиации перевезли в Сыктывкар. Состояние детей оценивают как крайне тяжелое. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Мужчина, находящийся за рулем Рено Меган, в 2018 году был лишен прав за пьяную езду. Администрация Ухты напоминает, как нужно вести себя после прибытия из стран с неблагоприятной коронавирусной обстановкой. Памятку опубликовали на официальной странице администрации в соцсети. В перечне путешественники, прибывшие из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии. В тексте релиза указано, что соотечественникам, вернувшимся из стран с повышенным риском, стоит сразу в день приезда сообщить об этом в городскую поликлинику по телефону 78 99 90. Также им советуют обеспечить самоизоляцию на 14 дней. Таков инкубационный период болезни. При этом строго запрещают приходить в поликлинику. Больничный лист нужно оформить на дому.
Кирпичную кладку в одном из ухтинских подъездов пришлось разобрать из-за застрявшей за стеной кошки. Об этом сообщила одна из городских управляющих компаний, обслуживающих дом номер 63 по проспекту Ленина. Спасательную операцию для домашней любимицы приключений сняли на видео и разместили в социальной сети. Оказывается, хвостатая Соня пролезла в раздробленное перекрытие в полу аккурат там, куда уходит канализация унитаза, и спустилась этажом ниже. Вызволять ее пришлось, выбивая кирпичную кладку перфоратором. Несмотря на стрессовую ситуацию, кошечка совсем не испугалась, чувствовала себя после подъездных застенков вполне благополучно. Соня спасена и не пострадала, все счастливы, написали представители управляющей компании. Также предупредив хозяев усатых полосатых быть бдительнее и проверить возможные пути побега домашних животных из квартиры. Александр Гайворонский, гендиректор «Газпром-Трансгаз Ухта», провел традиционную пресс-конференцию для представителей СМИ. Темой мероприятия стали результаты работы за минувший год и планы на текущий. Это коснулось как рабочих вопросов предприятия, так и социальной сферы, в которой «Газпром-Трансгаз Ухта» в последние годы делает немало. В этом плане, к слову, гендиректор газотранспортного предприятия посетовал на чиновников региона. Так он отметил, что физиотерапевтическая поликлиника Ухты находится в таком состоянии, что в подвале можно снимать хорроры без всяких декораций. На ремонт учреждений предприятие выделяет средства, но этого мало. Хотелось бы и софинансирование из республиканского бюджета. Запланирована там достаточно невеликая сумма, она еще будет, возможно, уточняться, порядка 50 миллионов рублей. Но вот вчера из разговора с министром здравоохранения почему-то мы не получили от него поддержки, к сожалению. Посмотрим, может быть, поддержку получим от главы. Также было озвучено и то, что Центр творчества в народе Дом пионеров в 2020 году открыт после капремонта не будет из-за гигантских объемов работ. Зато в этом году планируют доделать ремонт роддома, продолжают работы в детской больнице. И несмотря на то, что условия для горожан становятся лучше, отток из Ухты, да и региона в целом меньше не становится. Возможно, один из путей решения проблемы – новые рабочие места. Тем более, что «Газпром-Трансгаз Ухта» наращивает свои обороты. Но, как отметил руководитель предприятия, пока открытие большого количества свободных вакансий не планируется. Во многом это зависит от высокой доли автоматизации, но все же, согласно планам предприятия, в рамках реализации объекта Ухта-Торжок-2 будут открыты 6 новых компрессорных станций. Где вводится цеха, там, соответственно, и появляются рабочие места. То есть, если там 3 компрессорных станции будут введены, значит, в республике Коми, соответственно, в среднем, грубо говоря, там, на один цех порядка 30 человек суммарно посчитать. Вот 100 значит, где-то рабочих мест, чуть меньше, новых рабочих мест появится. Обсудили на пресс-конференции тему, что называется «На злобу дня» – газомоторное топливо. Техника предприятия давно переходит на альтернативный вид. В Сыктывкаре не первый год ходят автобусы на газу. А в Ухте заправка заполнена всего на 12%. Ни коммунальщики, ни представители автотранспортных предприятий пока не изъявляют желания перейти на дешевую и экологичную замену горючего. Александр Гайворонский предположил, что такой вид топлива попросту невозможно слить и реализовать где-нибудь еще. Ну и нет достаточной стимуляции со стороны органов власти. Наш региональный оператор, значит, по обращению с отходами, да, тоже та же самая история. Замечательным образом купили 4 новых мусоровоза. Объясняем, почему не купили на газомоторном топливе. Экономия просто вот на топливе 2,5 раза. Вот просто. Но почему вы, когда покупаете, вы не думаете об этом? Потому что их никто не стимулирует в этом духе. Но помимо серьезных тем были затронуты и планы на культурные и спортивные мероприятия. Так, Александр Гайворонский рассказал о готовящемся летом скульптурном симпозиуме, на котором постараются реализовать идею памятника природному газу или кубометру газа, что уже озвучивалось ранее. Ну и пригласил всех принять участие в арктическом марафоне, который впервые прошел в Воркуте в прошлом году.
Главврач поликлиники Ухты рассказала о схеме действия вернувшихся из-за границы. В первую очередь это касается стран с неблагополучной по коронавирусу обстановкой. Как оказалось, сведения о прибывших направляют в медучреждение Роспотребнадзор. Людям звонят с поликлиники и разъясняют их действия. Если у путешественников проявляются симптомы болезни, скорая помощь госпитализирует их в инфекционное отделение горбольницы. Если у пациента нет симптомов заболевания, значит, он должен наблюдаться в течение 14 дней. Значит, наблюдение может быть в двух вариантах. Этому человеку мы можем предложить нахождение в обсервационном отделении в Сосногорске. Или можно выбрать другой вариант – остаться дома, но не выходить из квартиры 14 дней. Всех контактировавших с приехавшим, к примеру, из Китая, также могут отправить на такой вот больничный. Также на дому всем попавшим на карантин оформляют лист нетрудоспособности. В течение 2 недель их ежедневно наблюдают врачи. И, естественно, проводится забор анализов. Это мазки, нос, зев и кровь. Сыворотка крови. Все это упаковывается в бокс биологической безопасности, и мы отвозим самостоятельно все это в вирусологическую лабораторию города Сыктывкара. Если вдруг вы вернулись из стран, в которой повышен риск заболеваемости коронавирусом, но вам не позвонили из медучреждения, нужно сделать это самостоятельно по телефону 78 99 90. Также можно навести справки по региональной горячей линии 8 800 55 500. Медики настоятельно просят в такой ситуации не посещать поликлинику. А для профилактики, даже если вы никуда не ездили, стоит носить маску, избегать большого скопления людей, мыть руки и обрабатывать их антисептиком. 45-летняя жительница Подгорного ждет приговора суда за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из общежитий поселка Подгорный, из-за неприязни забила до смерти мать покойного сожителя, которая была у нее на попечении. Она нанесла по различным частям тела потерпевшей не менее 90 ударов ногами и руками. Вследствие полученных травм, а именно 2 переломов позвоночника, женщина 78 лет скончалась на месте. Потерпевшая находилась в беспомощном состоянии из-за своего престарелого уже возраста. Также у потерпевшей было заболевание. Ей требовался постоянный уход. Она не могла самостоятельно обслуживать себя. И нуждалась в постоянном уходе, то есть своей невестки. Возможно, родственница, которая, к слову, нигде не работала, надоело ухаживать за лежачей больной. Также свидетели отмечают, что обвиняемая и ранее вела себя агрессивно. Скорую для своей свекрови она вызвала только спустя 4 часа после ее смерти. Также в комнате при происходящем была дочь подсудимой. Девочка передана в реабилитационный центр, ее планируют взять под опеку родственники. Нападавшая же ждет приговора суда в СИЗО. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.